Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия Лайв». Мой доктор. С вами Иван Луцкан, а не Ирина Ефимова. Врачи не устают повторять, болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Действительно, системное наблюдение за состоянием здоровья дает возможность избежать серьезных последствий в будущем. У каждого есть возможность пройти обследование у любого специалиста и получить консультацию и рекомендации. В Якутии вопрос профилактики заболеваний взрослых и детей находится всегда под контролем нашей сегодняшней гости, главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алены Никитиной. Добрый вечер, Алена Михайловна. Добрый вечер. Да, давайте поговорим и расскажем нашим зрителям о том, какие специалисты трудятся в вашей организации и какую помощь они оказывают. Наш Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики работает со здоровыми людьми. То есть мы проводим профилактические осмотры, наш центр здоровья, в котором работают терапевты, у нас есть кардиолог, значит, можно получить консультацию кардиолога, УЗД врача. Мы должны посредством нашего обследования в нашем центре здоровья можно узнать об исходном состоянии своего здоровья. И далее уже врач-терапевт вам даст какие-то рекомендации. У нас можно узнать анализ крови на сахар, холестерин, можно сделать электрокардиограмму, сделать биимпедансметрию, то есть узнать состояние своего тела, так скажем, да, его ресурсы. И врач вам проведет индивидуальную консультацию, тем самым даст рекомендации по дальнейшему, так скажем, либо обращению далее к своему участковому терапевту, либо просто как вести здоровый образ жизни. А как попасть к вам, вот, допустим, например, если вот человек хочет пройти вот этот перечень обследований и не может попасть в поликлинику? Ну, вообще в республике у нас есть 11 центров здоровья, в том числе и в городе Якутске их 2. Один центр взрослый и детский, то есть он как бы семейный, находится на Бестужево-Марлинского 1. И второй детский центр есть в составе городской больницы номер 3. И также есть у нас 9 медицинских организаций, это центральные районные больницы, в составе которых тоже есть центр здоровья, и также можно у них пройти такое же исследование. А вообще, если говорить о профилактической, так скажем, медицине, да, в каждой медицинской организации на территории Республики Саха-Якутия есть кабинет, либо отделение медицинской профилактики, где также можно пройти профилактическое исследование, медицинский осмотр профилактический и диспансеризацию. Кстати, я хочу напомнить зрителям, что вы можете задать вопрос нашему гостю в прямом эфире. Вот этим вечером мы работаем именно специально для вас. В прямом эфире 41 12 42 14 39. Это телефон для того, чтобы позвонить к нам. Или по номеру горячей линии в WhatsApp мессенджере 8 914 235 0502. Вот сразу возникает вопрос по общественному здоровью. Что же оно включает в себя, это понятие? Да, у нас с 2018 года в Российской Федерации работает национальный проект «Демография», в рамках которого есть федеральный проект «Демография». Значит, и одним из направлений называется, ну, у него на самом деле такое длинное название, формирование там, значит, ответственного отношения к здоровью, прочее. Его краткое название официальное — «Укрепление общественного здоровья», которым мы обычной жизни пользуемся. И в 2020 году на базе нашего, так скажем, наше учреждение было переформатировано, и с 2021 года, с начала 2021 года мы называемся Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Ну, что же такое общественное здоровье? Есть определение академика Российской академии медицинских наук Лисицына, что общественное здоровье — это то качество общества, при котором отсутствуют заболевания, при котором хорошее состояние ментального,
психического, значит, и здоровья, да. То есть это то общество, при котором, то состояние, так скажем, общества, при котором население может вести здоровый образ жизни. Ну, если как-то так замудренно, по-научному, можно так сказать. А на самом деле, если сказать более, так скажем, как-то доступно, чтобы было понятно, это работа ведомств, да, государственных, региональных, муниципальных, общественных организаций, бизнеса в том числе, некоммерческих организаций и, конечно, самого населения для того, чтобы как бы каждый человек, У людей была возможность вести здоровый чтобы и у него чувствовал была себя. возможность вести здоровый образ жизни и быть здоровым. 2021 год был объявлен главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым годом здоровья. И также в этом году было объявлено о том, что нам предстоит десятилетие здоровья. Вот можно провести, какие-то итоги уже подвести года здоровья и какие планы, возможно, намечены конкретно вашим учреждением в направлении десятилетия здоровья? Да, действительно, 2021 год для нас был таким знаковым годом. В конце 2020 года, в декабре месяце, глава республики Арсений Сергеевич Николаев объявил 2021 год годом здоровья, потому что действительно в 2020 году, когда началась пандемия, мы все поняли, что нужно все-таки больше внимания, наверное, со стороны общества именно, да, государства, обратить внимание на здоровье каждого его гражданина. И мы об этом, как скажем, не устаю я вообще на самом деле об этом говорить, о том, что по определению Всемирной организации здравоохранения в 50% здоровья каждого человека зависит от образа жизни. И только в 10-18% зависит от системы здравоохранения. Ну, есть еще там 20% это генетика, конечно, и состояние, так скажем, экологии. Вот и в связи с этим мероприятия, проекты Года здоровья, они были разделены в целом на 4 блока. Первый блок, он называется «Мое здоровье, мой выбор», в котором основная цель этого блока – это информирование населения, значит, о факторах риска, да, о том, как нужно вести здоровый образ жизни и многое-многое другое, да, в том числе, кстати, и вот этот проект, да, «Мой доктор», который успешно, значит, начался в 2021 году. Значит, там, получается, в этом блоке подается вся информационная, вообще вся информация, любая. В том числе это было там у нас и создание сайта, да, на котором есть вся информация по году здоровья и прочее, прочее, прочее. Следующий блок, он называется «Здоровая Якутия». Это уже больше о том, как создать условия, инфраструктуру для ведения здорового образа жизни. Как я уже вначале говорила о том, что на самом деле общественное здоровье – это именно консолидация всех органов исполнительной власти, ведомств, различных структур, общественных, бизнес-структур, ну и самого, значит, человека для того, чтобы создать эти условия, где можно было бы вести, так скажем, активный образ жизни, да, то есть это инфраструктура города, любого населенного пункта, это создание каких-то рекреационных зон, где можно вести также активный образ жизни. Там есть у нас также и проект Министерства образования, в котором, значит, это касается воспитания в дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях.
Ну и, в общем, очень много-много другое. Там проекты и Министерства спорта, тропа здоровья очень интересные. Это и «Здоровый наслед» был у нас такой проект. В общем, это на самом деле очень интересно. Вообще, как бы, когда мы участвовали в разработке этих мероприятий и проектов, это была на самом деле очень интересная работа. Потому что как раз-таки нам представилась такая возможность, да, немножко пофонтанировать своими идеями, да, которые у нас, может быть, раньше были, но у нас не было возможности их реализовать. Да, в том числе, допустим, один из проектов, который, я очень надеюсь, продолжит свою, вообще начнет свою работу, реализацию, начнет в этом году. Это создание мультимедийного парка здоровья, да, где мы могли бы тем языком, который понятен, к примеру, молодому поколению, детям, да, то есть как-то интерактивно показать им, что же такое здоровый образ жизни, что же такое вообще наш организм, да, из чего он как бы состоит, какие могут быть как бы негативные явления при, там, к примеру, при курении, там, ну, при различных, так скажем, негативных состояниях. Ну, это, так скажем, немножко я приоткрываю занавес, который уже как бы у нас только еще в разработке, конечно. Но что касается Года здоровья, мы обо всем этом говорили. Третий проект – это проект, который непосредственно касается системы здравоохранения. И четвертый блок, который был, значит, в мероприятиях, это вклад в будущее, это развитие генетики у нас в республике. Действительно, это сегодня, кстати, на стратегической сессии, которую немножко отвлекаюсь, да, на стратегической сессии сегодня была в рамках 15-го съезда женщин в Республике Саха-Якутия. И очень интересные были выступления генетиков и заведующий отделения репродуктивных технологий, вспомогательных репродуктивных. Да. Были очень интересные выступления, и Айталина Лукична, да, заведующая отделением генетическим, ну, как бы очень интересные цифры на самом деле говорила. И действительно так, что нашему населению, коренному населению республики, к сожалению, присущи ряд генетических заболеваний, которые выявляются только, так скажем, ну, у нас, так скажем, да, в республике. Вот. Поэтому, как бы, конечно, и, наверное, предупреждение каких-то нежелательных последствий в дальнейшем, если у ребенка есть на самом, ну, какой-то, как бы, какая-то предрасположенность, да, наследственная. Ну, вот это все будет, как бы, входит, я считаю, в этот проект как раз-таки. Ну вот как раз мы затронули очень важный вопрос, это вопрос людей, населения, потому что одно дело вот то, что мы говорим всегда на бумагах, проекты и так далее, а как это отражается на самих людях. Вот, ну, по своей работе, да, можно смело судить, вот мы буквально 2 дня назад здесь обсуждали с врачом-офтальмологом заболевание глаукомы, вот, и чаще всего заболевание это приводит к слепоте из-за того, что вовремя не обращаются. Вот как вы со своей точки зрения наблюдаете ли вот эту тенденцию, что люди дотягивают до последнего, когда уже все болит, острая вся стадия, уже сложно что-то сделать, и не приходят заранее для того, чтобы пройти вот те же самые исследования, которые можно сделать у вас в центре? Ну, как раз-таки, Иван Петрович, в этом и заключается наша работа. Привлечь внимание населения к своему здоровью, к тому, что предупредить легче, чем потом лечить. Мне кажется, мы в последние годы об этом на самом деле очень много говорим. Мы действительно различные проекты придумываем и пытаемся реализовать их для того, чтобы как раз-таки население наше обратило внимание все-таки на профилактические мероприятия. А вот есть позитивный сдвиг в этом? Ну, вообще я считаю, что позитивный сдвиг есть, потому что, ну, наверное, все-таки, конечно, последние годы, последние 2, ну, 3-й год уже, да, мы живем в условиях пандемии, и, конечно, на самом деле, вот именно пандемия, возможно, в том числе, как раз-таки способствовало тому, что граждане наши, наше население стали обращать внимание на свое здоровье, на наличие каких-то хронических заболеваний. Мы, мне кажется, очень много говорили о том, что
наличие хронических заболеваний, как раз-таки той группы, да, о которой мы, ну, так скажем, наше учреждение как раз-таки много говорит, да, о неинфекционных заболеваниях. Ну, это основные заболевания, такие как артериальная гипертония, сахарный диабет, онкологические заболевания. Наличие этих заболеваний вело все-таки к утяжелению протекания новой коронавирусной инфекции. Да? Мы же об этом много говорили на самом деле. И действительно мы это видели, работая, так скажем, непосредственно на полях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И вот хотела как раз сказать о том, что буквально недавно наш Центр управления регионом провел опрос населения в социальных сетях. И по результатам данного опроса мы видим, что порядка 60% населения стало у нас более привержено к здоровому образу жизни. Тоже радует. Да, это очень на самом деле хороший результат. Потому что я помню, мы где-то в году 2007, наверное, 2008 проводили исследования, когда еще был ординатором, среди студентов. И там мы определяли оценку, значит, приоритетов в своей жизни. Вот здоровье ребят ставили там на 6-е, на 7-е место. Значит, уже тенденция улучшается. Я надеюсь, что и сейчас, если проведешь, молодежь все-таки здоровье выделяет одно из приоритетных мест. Ну, вообще, вот хочу, так скажем, подхватить вашу мысль на самом деле. Действительно, наша молодежь, она стала, я очень надеюсь, что она действительно стала здоровее, по крайней мере, борьба с вредными привычками, такими как табакокурение, это там злоупотребление алкоголем, оно действительно имеет свои плоды. То есть те мероприятия, которые давно уже на протяжении там, более 20 лет работают у нас, они действительно стали работать, потому что вести здоровый образ жизни стало модно. Ходить в спортивный зал стало модно. Вообще следить за своим здоровьем, да, проходить профилактические осмотры, проходить диспансеризацию – это сейчас хороший тон. Отлично. Вот не могу не сказать об известном блогере Дуде, когда он выпустил фильм, связанный с ВИЧ-СПИДом. Значит, там количество просмотров зашкаливало, 23 миллиона человек его посмотрело. Вот как вы считаете, может быть, нам поменять где-то и формат доведения информации, и вообще уместен ли, на ваш взгляд, вот такой формат? Несет ли он именно тот посыл, который мы с вами закладываем в понятие профилактика? Ну, вообще, действительно, в последние годы в связи с таким стремительным развитием информатизации, да, и вообще, так скажем, с развитием социальных сетей, это, конечно, очень актуально. И я считаю, что, и на самом деле, кстати, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович Салагай, он как раз-таки отметил как-то в своем блоге, что очень хорошо, что Дудь, да, как раз-таки рассказал, так скажем, о СПИДе, и это послужило тому, что очень многие пошли сдавать анализы, вот, тесты на СПИД. И это очень правильно. Я считаю, что любой формат, так скажем, наверное, возможен, лишь бы, наверное, все-таки какую-то правильную и профессиональную информацию доносить. Вот как раз по профессиональную, да? У нас, ну, старшее поколение воспитано, я не знаю, там на Малышевой, на Малахове, да, и еже с ними, да, там Мясникове. Молодежь все-таки читает интернет, а в интернете информации вот вагон и маленькая тележка. И порой эта информация носит полностью разносторонний характер, это одно, да, а другое дело, она еще носит конкретно деструктивный характер, который никакого отношения к правильному ведению своего образа жизни не имеет. Вот как разобраться, где ложь, а где истина, особенно вот в таком потоке информации? Да, действительно, поток информации, он, наверное, сейчас огромный на самом деле. Мы и сами иногда, наверное, устаем, да, от потока информации. Да, от потока информации. Но я всегда призываю к тому, конечно, чтобы находить информацию на правильных сайтах, на правильных порталах. У нас есть портал «Так здорово». Как раз таки это федеральный портал, он касается всех, так скажем,
мероприятий, всех вообще вопросов здорового образа жизни в Российской Федерации. И там есть и очень хорошие качественные видео, там есть и, ну, как сказать, такая достоверная информация того или иного характера. Ну и вообще, в принципе, конечно, нужно, вот это должно быть, наверное, мы должны взять за правило, что хотя бы раз в год мы должны посетить в поликлинику не с целью заболевания, да, а с целью профилактики. То есть мы должны прийти на профилактический осмотр, мы должны получить индивидуальную консультацию, да, для того, чтобы тебе рассказали, как же, допустим, каково же исходное состояние твоего организма, да, что, может быть, нужно корректировать. Или, может быть, вас похвалили за то, что у вас отличные показатели, да, и вы действительно ведете здоровый образ жизни. То есть как раз-таки индивидуальная консультация во время профилактического осмотра, она как раз вот цель ее такова. Вот как раз я и хотел добавить, что, наверное, нужно менять еще и мышление, что поликлиника, она не для больных, а поликлиника, она в первую очередь для людей. Для людей как здоровых, так и у тех, у которых, возможно, есть какое-то заболевание, которые должны подойти туда и решить свои проблемы непосредственно уже, которые привели к ухудшению здоровья. Но и диспансеризацию, периодические медицинские осмотры тоже никто не отменял. И любой желающий человек в силу своего возможности может приходить, так еще и 2 дня же нам дают дополнительных отдыхать. Поэтому надо пользоваться, мне кажется, этим моментом для того, чтобы свое здоровье поправлять. Ну да, на самом деле это как раз-таки сделано с целью, так скажем, того, чтобы у человека была возможность спокойно, не отвлекаясь от работы, прийти на диспансеризацию, потому что на самом деле это важно. 1 раз в год сделать флюорографию, да, 1 раз в год хотя бы прийти для того, чтобы было, значит, вам дали результат вашего анализа крови на сахар, на холестерин, потому что это на самом деле все очень и очень важно. Ну, а теперь поговорим немножко о школах здоровья, которые активно тоже развиваются в республике. Формат достаточно, ну, такой уже имеющий опыт многолетний, но сейчас в условиях пандемии он стал переходить и в онлайн-формат, и сейчас активно к нему подключаются и по Zoom. Вот насколько он сейчас востребован и по каким направлениям есть школы здоровья? Школы здоровья – это действительно тот формат, который, наверное, может быть наиболее приемлем, да, ну, не могу сказать, что для всех, так скажем, слоев населения, да, но для тех, наверное, так скажем, людей, может быть, среднего возраста, старшего возраста, да, когда есть, может быть, свободное время, и действительно можно послушать врача, прийти, проконсультироваться, да, и пройти эту школу здоровья. Школа здоровья, кстати, есть, ну, по тем как раз-таки основным нозологиям, да, которые являются наиболее частой причиной смертности и инвалидизации, то, о чем я уже говорила. Это школа артериальной гипертонии, это школа сахарного диабета, это школа хронической сердечной недостаточности, да, и, ну, это, так скажем, основные те школы, на самом деле, которые, ну, такие интересные, наверное, да, и как раз-таки категория людей, нуждающихся, она, так скажем, наиболее такая емкая. Для, допустим, детей мы проводим, особенно школьного возраста, конечно, мы проводим школы здоровья в школах. Мы действительно во время пандемии изменили формат. Это были записи, да, о том, что такое здоровый образ жизни, да, почему не надо курить, почему не надо там употреблять алкоголь, да, и многое-многое другое, да. На самом деле это и вопросы гигиены девочек, да, это и вопросы вакцинации, конечно, прежде всего. Все это у нас сейчас проходит в основном в онлайн-формате. Тут вы абсолютно правы. Ну и, конечно, мы стараемся изменить формат роликов, которые у нас есть. Ну, не могу сказать, что это, так скажем,
ну, только один формат, да, это только одна часть, так скажем, профилактического нашего направления, как раз-таки инфокоммуникационной кампании. Для молодых людей мы тоже проводим школы здоровья особенно в среднеспециальных учебных заведениях, в Северо-Восточном университете также. Ну, в общем, в принципе, поле деятельности на самом деле большое, и мы стараемся действительно донести именно в том формате определенной категории, которая интересна. У нас есть помощники. Это, значит, волонтеры-медики, которые очень доступным, так скажем, языком в формате проведения квизов, квестов, как раз-таки рассказывают о здоровом образе жизни. И на самом деле это интересно, то есть это в форме игры. Мы, значит, в доковидное время, когда у нас была возможность выезжать в центральные районные больницы, мы всегда приглашали с собой вместе к выезду волонтеров-медиков. Мы вообще с волонтерами-медиками очень тесно работаем. И это очень, кстати, успешное проведение, так скажем, вот именно в таком формате для школьников и для студентов. Им бывает очень интересно. Вот как раз, да, вот я сейчас задумался о школах здоровья, все-таки это вторичная профилактика, потому что она направлена уже на конкретные группы риска, по конкретной нозологии. У нас часто любят сравнивать нас с другими странами, и вот в последнее время в социальных сетях очень много роликов из Китайской Народной Республики, где вот эти массовые зарядки с детьми, и там под ним всегда комментарий: вот у нас бы так, чтобы вот так все четко бы отрабатывали там какие-то спортивные упражнения. Насколько это эффективно? То есть переходить от суперколлективного, скажем так, гимнастического подхода спортивного, или же все-таки нужен индивидуальный подход к человеку? Ну, на самом деле китайцы ничего не открыли. У нас тоже такие же зарядки всегда проводились управлением спорта, которое является подведомственным учреждением Министерства спорта. Они всегда проводили в теплое время года. К сожалению, конечно, мы все-таки ограничены, так скажем, условиями климатическими, достаточно сложными, потому что вот мы, допустим, очень активно общаемся с профилактологами дальневосточного региона всего. И мы тоже у них перенимаем некий опыт, так же, как и они у нас. Допустим, у нас очень интересуется вопросом по, значит, трезвым селам этот опыт. Я его несколько раз представляла и на федеральном уровне, и это очень-очень хороший передовой опыт на самом деле. Вот именно когда именно внесением изменений в законодательство региона достигаются такие хорошие достаточно результаты, потому что действительно они есть положительные результаты. Кто бы там, кстати, что ни говорил по этому поводу. Да, кто бы ничего не говорил по этому поводу, я абсолютно... Вот вы, кстати, Иван Петрович, затронули прямо, наступили на больную мозоль. Сейчас буду об этом рассказывать. Я вот еще раз повторюсь, кто бы что ни говорил, на самом деле, да, я абсолютно, это мое мнение, и мнение нашего учреждения, и мнение вообще нашей системы, я считаю, здравоохранения, что эти меры позволили как раз-таки снизить ту напряженность, которая у нас была в этом вопросе, в вопросе алкоголизации населения. Это действительно, я вот сейчас хочу как раз-таки, пользуясь прямым эфиром, сказать о том, что наша наболевшая тема – это просто огромное, я считаю, количество, непозволительное количество алкомаркетов в городе Якутске. Оно, вот я и сегодня тоже, кстати, на страт-сессии мы услышали этот вопрос, да, от нашего гостя. Но хочу сказать, что мы на самом деле обращаем тоже на это внимание. И мы, конечно, будем вносить какие-то, значит, законодательные инициативы по этому поводу. Я считаю, что все-таки алкомаркеты надо выносить на окраину города. Они могут быть, мы ничего с этим сделать не можем, но они быть должны все-таки... Ну, кто-то и в тайгу пусть едет. Давайте все-таки немножко к статистике, да? Какие заболевания в Якутии чаще всего диагностируются, и есть ли какая-то общая картина региона?
Ну, самое большое количество, это больше 30% заболеваний, это органы пищеварения. Далее это органы дыхания, ну и там уже по нисходящей. Ну, по смертности, наверное, как бы показатели известны, да, смертность, в этом мы не отличаемся от других регионов и в целом от Российской Федерации. На первом месте это смертность от болезней системы кровообращения. Вот что хочется про это сказать. На самом деле у нас есть такие настораживающие цифры, и об этом тоже я сегодня выступала, по сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста. По итогам 2020 года, ну, вы понимаете, да, что пока мы можем сказать только конкретно за 2020 год, потому что это уже официальные данные, за 2021 год, к сожалению, данных пока официальных нет, они будут гораздо позже. Вот, за 2020 год более 80% смертей в структуре это пришлась на трудоспособное население. Это уже, вот, как-то, знаете, я считаю, тревожный звоночек на самом деле, да. Все-таки мы должны принимать меры, мы должны работать над этим, над все-таки снижением смертности трудоспособного населения, и особенно мужского населения. Потому что гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 10 лет. В Российской Федерации это почти 11 лет, в Республике Саха-Якутия это 10 лет. Ну, то есть это, грубо говоря, 77,6 лет ожидаемой продолжительности жизни у женщин и менее 6 лет у мужчин. И там в абсолютных цифрах получается, что мужчины, они в 2,5 раза умирают чаще, чем женщины, особенно в трудоспособном возрасте. В преддверии женского праздника, да, об этом говорить? Да. Хорошо. Вот женщинам надо особо обратить внимание. Есть же, вот мы до эфира говорили, высказывания профессора. Да, я как раз хотела об этом сказать, что и сегодня об этом я тоже говорила. В прошлом мы уже 2 года подряд проводим, вернее, 2 раза провели межрегиональный форум «Мужское здоровье», на котором, ну, целью которого было как раз-таки обратить внимание на эту сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста в том числе. И в прошлом году нас посетил главный внештатный репродуктолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Аполихин Олег Иванович, который сказал, что мужское здоровье в женских руках. Поэтому, женщины, берегите своих мужчин. Понятно? Вот я особенно призываю женщин. Берегите своих мужчин. Взяли их в руки, в охапки и вот в центре здоровья. В 11 районах Да, они есть, в Якутске целых 2. Да. Надо просто привести их в поликлинику, хотя бы измерить им артериальное давление, узнать все-таки исходные данные. Я так отвлекусь немного. Вот буквально вчера, когда наблюдал у нас приемный покой, госпитализацию у нас в больнице в офтальмологической, женщины привели своих мужчин на госпитализацию. Вот, то есть там вот сидели сопровождающими. Ну вот теперь надо, значит, чтобы не действие. только, да, надо теперь, чтобы не только в офтальмологическую больницу приводили, но и просто в поликлинике с профилактической целью. Ну и последний вопрос, если только коротко, да? Как вы относитесь к дистанционным консультациям врачей? И кто может эту консультацию онлайн дать? Ну, вообще положительно отношусь, потому что я считаю, что в наших условиях, во-первых, в наших условиях расстояний, труднодоступности, конечно, наверное, это для нас выход, в том числе, когда можно получить дистанционную консультацию терапевта, кардиолога, ну и вообще очень много. На самом деле телемедицина у нас развивается в республике, и это отрадно. Отлично. Вот. И система профилактики тоже. В этом мы сегодня убедились. Алена Михайловна, спасибо большое за беседу. Хочется пожелать удачи в вашей нужной, очень важной работе, и чтобы действительно наши телезрители задумывались о том, что нужно беречь свое здоровье и беречь его желательно до того, как развилось заболевание. То есть приходить и проводить профилактические мероприятия. Напомню, что вопросы к нашей программе мы подготовили при помощи наших коллег из Центра управления регионом. Они собраны из тех
самых интересных вопросов, которые пользователи сети интернет оставляли в комментариях к различным темам, связанным со здоровьем. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Значит, я хочу от всего сердца поздравить наших замечательных девушек с праздником 8 марта, чтобы вы всегда были здоровы, счастливы, ну и мужчины носили вас на руках. Это самое главное. Смотрите нашу программу по будням в 19:15, и Ирина Ефимова на следующей неделе обязательно расскажет, чем живет Якутия. Всего вам доброго, до свидания.